Дашидондок и Сергей Батоевы. Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 3. В самом начале хочу исправить свою оплошность. Во второй части имя второй супруги Петра Бадмаева, Елизаветы Федоровны, прочитано неправильно в 2 или 3 местах. Но все-таки реабилитировать хочу себя, потому что в самой книге в одном месте написано Екатерина Федоровна Юзбашева, в другом месте Елизавета Федоровна Юзбашева. Поэтому, судя по фотографии, написано, что это все-таки Елизавета Федоровна Юзбашева. Поэтому следует во второй части слышать, хотя прочитана Екатерина, слышать как Елизавета. Итак, 3 часть. Известно, что в советское время основательно изучать Петра Бадмаева было запрещено. Хотя в 1950-х годах, когда автор книги Дашидондок Батоев учился в Таптанайской средней школе, много раз слышал об Бадмаеве и Жамсарано Раднабазароне. Младший брат последнего, Цибикдоржи Раднабазарон, работал учителем этой школы. Мы в свое время писали о нем в газетах и в книгах. К сожалению, Жамсаран Раднабазарон был репрессирован, но впоследствии реабилитирован. По воспоминаниям автора Дашидондок Батоева, они мальчиками в школьные годы принимали активное участие в уборке колхозных полей, картофеля в местности Хонде, и местные работники говорили им, что вот именно здесь и жили Бадмаевы. Что интересно, лежал большой камень плиточной формы, как бы воткнутый в землю, и на нем надпись на старомонгольском языке. Ну, как такого старомонгольского языка, я не знаю, был ли такой язык, но письменность вертикальная старомонгольская, конечно, есть. Конечно, только сегодня мы можем это уточнить, а тогда школьниками никак не могли прочитать написанное на камне. Как-то в один из дней своего отпуска автор Дашидондок Батоев с семьей поехали посмотреть каменный памятник, который должен был стоять возле дороги, соединяющей селение Агинское и Дульдургу Забайкальского края. Но, к большому сожалению, его уже не обнаружили. Тогда сестра Дашидондок Батоева, Цисыгма Немажапова, поведала: ведь давно сломали камень строители этой дороги. Безусловно, было другое время и другие ценности и приоритеты. В 2016 году была издана книга Дашидондок Батоева, Цисыгмы Немажаповой и Батамункуевой «Славлю тебя и горжусь, мой Таптанай». И в ней представлена глава о родословной Бадмаевых из Таптаная. После выхода книги прошло более 6 лет, и мы снова пишем о роде Бадмаевых, дополняя и исправляя соответствующие материалы. Итак, о врачебной и политической деятельности можно судить, изучив сборник «Падение царского режима. Материалы чрезвычайной комиссии Временного правительства». Это 17-й год. Книгу Семенника был такой. «За кулисами царизма. Архив тибетского врача Бадмаева». Это 1925 год. Также определенная роль Бадмаева по делу Григория Распутина отражена в советском кинофильме «Агония». Соответственно, есть упоминание о Петре Бадмаеве в произведениях Пикуля и в других книгах и очерках. Таким образом, мы видим некоторые темные стороны неоднозначной личности Петра Бадмаева. С наступлением перестроечного периода и падением советской власти появился
ряд исследователей, которые активно изучали многогранную деятельность Петра Бадмаева. Безусловно, их материалы публиковались в местных газетах Бурятии и в других печатных изданиях. В данном контексте необходимо представить вышедшую статью в газете «Бурятия» от 27 августа 1996 года «Еще раз о Бадмаеве и его потомках», так называлась, видимо, статья. Ее автор – исследователь Владимир Роднаев, кандидат исторических наук, востоковед. Во многих публикациях голословно утверждалось, что Петр Бадмаев являлся врачом царской семьи. Однако это не совсем правильно. Безусловно, Бадмаев принимал участие, притом активное участие, и помогал при лечении членов царской семьи, но на самом деле официальным врачом царя Николая II был лейб-медик Боткин. В своей публикации Роднаев подчеркивает, образ жизни Петра Бадмаева и формы его внешнеполитической деятельности получили в сознании его современников, скорее всего, негативную оценку, нежели положительную. Был он весьма противоречивым по взглядам и поведению человеком. Сегодня же, обращаясь к нему, большинство авторов превозносят его, я же за объективность. Далее Роднаев пишет, есть книга автора Семенника, тут годы жизни указаны, 1885-1936 год, «За кулисами царизма». Архив тибетского врача Бадмаева, изданное в 1925 году. В предисловии приведено немало остро отрицательных отзывов о Бадмаеве. Вся книга состоит из писем, рекомендаций, посланий, памяток, набросков, проектов врача, который одновременно занимался и вопросами внешнеполитической деятельности. По отзыву Семенника, в период русской империалистической политики на Дальнем Востоке, тут еще годы указаны, 1893 и 1895 годы, крупнейшая роль в направлении этой политики принадлежала Бадмаеву, который, в частности, оказывал заметное влияние и лично на Витте. А Витте, как мы помним, это министр финансов того времени. Мы изучили книги Бориса Гусева «Доктор Бадмаев. Тибетская медицина. Царский двор. Советская власть». «Крестник императора. Целитель. Дипломат». Такое длинное название. Хотя книги в целом очень схожие, отмечаются некоторые повторения фактов и событий, но в целом дается объемная характеристика личности Петра Бадмаева. Колоссальную работу провел кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РСФСР Джабдаржиев. Он проанализировал литературные данные о роде Бадмаевых и труды самого Бадмаева. В соответствии с этим Даржиев отмечает следующее. Однако по-настоящему ознакомиться с наследием Петра Александровича помогли мне центральные и сибирские архивы и в значительной степени его дочь Аида Петровна, с которой посчастливилось беседовать в Ленинграде, где она жила, а также встречи с племянником Бадмаева, писателем и журналистом Борисом Гусевым. Вообще-то это не племянник Бадмаева, а это внук. Другими родственниками, особенно с Андреем Николаевичем Бадмаевым. Он продолжил врачебное дело МЧ лекаря Петра Бадмаева. И далее дочь Петра Бадмаева поведала мне множество фактов из жизни научной и врачебной практики отца. Порошки и отвары были главными компонентами любого лекарства, которое готовилось по указанию МЧ. Дочь хранила много отцовских книг, ныне ставших достоянием бурятской науки и культуры. Русский востоковед
и этнограф Юрий Николаевич Рерих подчеркивал: многое забытое должно вновь быть открыто и благожелательно истолковано языком современности. Из прекрасных камней прошлого сложите ступени грядущего. В цитатах сохранены стиль и орфография документов. Этим напутствием руководствовались и мы, готовя это повествование об Бадмаеве и истории знаменитого рода. Следует заметить, что Жикжабдаржиев был хорошо знаком с Юрием Николаевичем, это Рерих. Его материалы мы и использовали в данном исследовании. Надо заметить, что Даржиев сам был родом из села Таптанай, стал кандидатом исторических наук, изучая труды своего земляка, профессора Гамбажаба Цыбикова. Большую исследовательскую работу провел доктор исторических наук Регби Ешиевич Пубаев, который был представителем агинских бурят. Он пишет: наряду с врачеванием, которое приносило немалые доходы, Петр Бадмаев не чурался благотворительности. Он учредил на Восточном факультете Петербургского университета 2 стипендии для студентов-бурят. Кстати, таким стипендиатом в свое время был Цыбиков Гамбажапа, ставший впоследствии знаменитым ученым и путешественником. Больше того, он решился на содержание в столице собственной гимназии, где обучались бурятские мальчики. Таким образом, перед нами крупная историческая фигура, которая возвращается к нам после долгих лет забвения. Научную биографию Петра Александровича Бадмаева еще только предстоит написать. Здесь следует возразить Регби Пубаеву в том, что действительно Гамбажап Цыбиков учился в Санкт-Петербургском университете, но только именную стипендию ему обеспечили агинские буряты. Об этом мы поведаем читателям далее. На этом мы закончим 3-ю часть. Продолжение следует.